пожаре в Нерюнгринском районе Якутии пострадали 4 человека. Среди них есть дети, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Эффективнее бороться с правонарушениями. В центре столицы региона открылся обновленный 4-й отдел полиции. 75 лет со дня окончания блокады Ленинграда. По случаю праздника в Алдан доставили специальную награду ветерану тех событий. Мы продолжаем эфир телеканала «Якутия-24» выпуском новостей. С вами Василий Раченко и главным новостям к этой минуте. На руднике в Аймяконском районе Якутии произошло задымление. Сегодня днем на руднике Бадран на поверхность выведены все сотрудники рудника. Пострадавших и погибших нет, об этом сообщили в МЧС региона. Задымление произошло в бытовом помещении на глубине 270 метров. Сейчас проводится проветривание рудника. На месте происшествия работает спасательная группа в составе 14 человек. Мы следим за ситуацией и будем держать вас в курсе событий. Сегодня днем в Главное управление МЧС России по Республике Саха-Якутия поступила информация о том, что в руднике Бадран на территории Аймяконского района произошло задымление на глубине 270 метров в бытовом помещении. Рудник Бадран находится в 134 километрах от поселка Уснера Аймяконского района, предназначен для добычи руды, содержащей золото. На месте происшествия работает одно отделение якутского ВГСО в ГУП ВГСЧ в составе 8 человек, одной единицы техники и вспомогательная горноспасательная команда в составе 6 человек. В результате взаимодействия установлено, что на поверхность выведены все сотрудники рудника в количестве 37 человек. Погибших, пострадавших нет. Проводится проветривание рудника. Тем временем глава республики Айсен Николаев с министром здравоохранения Якутии посетил объекты здравоохранения. В Нерюнгринской центральной районной больнице они также ознакомились с состоянием пострадавших в результате пожара в поселке Хатами. Напомним, при пожаре в жилом доме по улице Ермолаева пострадали 4 человека. Всех пострадавших, а именно 2 женщин и 2 детей, оперативно доставили в больницу. Им оказывают медицинскую помощь. Состояние взрослых оценивается как средней тяжести, состояние детей легкой тяжести. И вот сейчас мы находимся с вами на больничном комплексе, где мы посетили пострадавших от пожара вчера в селу Хани, поинтересовались их здоровьем, в первую очередь условиями содержания в больничном комплексе. И очень отрадно, что пациенты отметили хороший уход, хорошее лечение и, наверное, такое чуткое отношение к их положению. А мошенники вымогают более 1 миллиона рублей у якутского предпринимателя. Представитель малого бизнеса получил 10 с лишним судебных исков на различные суммы. Так называемые письма счастья направлены из разных регионов страны. Предпринимателя обвинили в невыполнении взятых якобы на себя обязательств по поставке товаров, начиная от промышленных и заканчивая продуктами питания. Однако, как уверяет сам заявитель, никаких договоров он не заключал. Бизнесмен обратился в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей. Омбудсмен Айталина Соколова отметила, что пока это единственный зафиксированный подобный случай в республике, но в России схема работает уже давно. В ситуации предпринимателя сейчас разбираются правоохранительные органы. Важно проинформировать предпринимателей. У нас на прошлой неделе по этому обращению мы собрали рабочую группу, провели рабочее заседание, продумали алгоритм действий для предпринимателя, попавшего в подобную ситуацию. Ну и если такие случаи имеются, я бы предложила бизнесу незамедлительно обращаться либо к нам в аппарат уполномоченного на Курашова 24, кабинет 504, либо сразу напрямую в АБЭП для того, чтобы органы могли провести служебную проверку по всем вот таким фактам. Для более же эффективной работы в борьбе с правонарушениями в Якутске открылся 4-й отдел полиции. Он расположен по улице Дзержинского. Тем самым происходит усиление безопасности столицы республики. Здание, в котором раньше располагался 1-й отдел полиции, полностью отремонтировано и передано 4-му отделу. Личный состав уже приступил к исполнению своих обязанностей. Личный состав 4-го отдела полиции будет качественно выполнять поставленные задачи. И хоть 4-й отдел, но я желаю, чтобы он был во всех начинаниях первым.
27 января 1944 года был совершен прорыв военной блокады Ленинграда, длившейся 872 дня. К знаменательной дате в Алдан доставили специальную медаль. На торжественной церемонии вручения награды побывала наш корреспондент Татьяна Вахнина. Супруги Владимир Федорович и Анна Федоровна Браун принимают гостей. Главы района и города, сотрудники управления соцзащиты, представители Совета ветеранов и общественных организаций поздравили Владимира Федоровича с 75-летием прорыва военной блокады Ленинграда и торжественно вручили ему юбилейную медаль. Почетная награда была доставлена из Санкт-Петербурга в Алдан к знаменательной дате. Хорошо, конечно, что не забывают. Быт осадного Ленинграда Владимир Федорович почти не помнит. Когда был совершен прорыв военной блокады, маленькому Володе было 5 лет. О той трагической и страшной поре, длившейся 872 дня, впоследствии много рассказывала мама. Вот, если бы не свекровь, может быть, его и не было. Всех детей отбирали, прямо насильно отрывали. Она спрятала где-то его. В Алданском районе Владимир Федорович Браун – единственный переживший блокаду Ленинграда. Обрывочные воспоминания у него сохранились об эвакуации. Блокаду Ленинграда я не помню. Я только помню, как нас вывезли оттуда. Вот как через Ладожское озеро везли. Это я чуть-чуть припоминаю. В марте месяце нас везли как раз в 1943 году. Из Ленинграда семью эвакуировали на север. Оттуда в 1955 году 16-летний Владимир уехал в Якутию. Здесь окончил курсы, работал сначала каменщиком, затем переквалифицировался в водителя. Анну встретил на Урале, где однажды проводил отпуск. Это была любовь с первого взгляда. В декабре 2018-го супруги отпраздновали золотую свадьбу. Прекрасная у нас. Я не заметила, что 50 лет прошло, потому что он у меня... Сама доброта. Провожая гостей, хозяева пригласили всех на семейный праздник. Через несколько дней Владимир Федорович отметит юбилей. Ему исполнится 80 лет. Такие люди, как он, они молоды душой. Вот все пропуская, все через сердце и молоды душой. Вот он всю свою сознательную жизнь занимался охотой, рыбалкой. И сейчас себе покоя не дает. Уголок, где прошла трудовая деятельность и выросли дети, давно стал супругам Браун родным. Анна Федоровна и Владимир Федорович называют себя богатыми. У них 3 дочерей, 4 внуков и 3 правнуков. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Фестиваль креативных санок «Санифест» прошел в Татарстане. В маленький городок Мамадыш приехали 37 команд. Состязания проходили в номинациях за звание самых креативных, дальноходных и самых быстрых санок, а также за приз зрительских симпатий и гран-при. Гостем мероприятия стал 2-кратный призер Олимпийских игр, президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков. Задача участников была не просто шествовать по улицам, а пронестись по ледяной горке. Замысловатые сооружения создали на основе традиционных санок. А Аймикон давно известен миру как привлекательный туристический объект. После 2000 года, когда там стали ежегодно проводить фестиваль «Полюс холода», наплыв туристов значительно увеличился. О чем расскажет мой коллега Артур Старостин. В Аймикон едут путешественники не только с просторов нашей Родины. Много туристов из Кореи, Японии, Китая и даже из Африки. Набирает популярность экстремальный туризм, зимние купания в Июме и встреча Нового года на полюсе холода. Только в январе этого года в Аймиконе прошли 3 экстремальных забега. Марафонцы республики пробежали свои дистанции при минус 48. Благотворительный забег при минус 60 завершил молдаванин Дмитрий Волошин. И итальянец полицейский Паоло Вентурини пробежал 40 километров при минус 52 градуса. Для национального итальянского канала из отснятых материалов мы создадим 4 выпуска документального кино о Якутии и ее достопримечательностях. И отдельно фильм по проекту «Монстр Мороз» о забеге Паоло Вентурини. Туристам интересно все, как живут люди при таких низких температурах, как чувствуют себя дети, чем питаются и как играют зимой, как ведет себя техника и часто ли случаются аварии. Удивительным кажется содержание крупного рогатого скота и лошадей. Приехав в Аймикон, я, как говорится, на собственной шкуре убедился, как здесь действительно холодно.
Но зато мне удалось сделать очень хороший репортаж, чему я искренне рад. Местные жители уже не удивляются, встретив в селе иностранца. Даже школьники стараются помочь, если нужно. И впечатления у гостей всегда восторженные. Красивая природа и чистый воздух, доброжелательность людей, обычаи и обряды. Все это остается в памяти на фото и на видео. Об этом рассказывают, показывают и пишут. Артур Старостин, Светлана Подслоева, Аймиконский район. А 10 поросят готовят к забегу по случаю наступающего года свиньи по лунному календарю. Животные тренируются на ферме в окрестностях одного из китайских городков. Их спортивная карьера недолгая, но на подходе новое поколение скакунов с пятачками. С подробностями Сергей Берец. Спортивный век скакового поросенка недолог. Этим всего 3 месяца от роду, но в недалеком будущем они растолстеют и не смогут участвовать в беге с препятствиями. Сейчас им предстоят самые важные гонки в карьере, приуроченные к наступлению года свиньи по лунному календарю. Он начинается 5 февраля. Зеленая ферма в окрестностях города Чжанцзякоу в провинции Хэбэй на севере Китая проводит поросячьи забеги с марта прошлого года. Их устраивают, если набирается достаточно зрителей. В высокий сезон бывает по несколько стартов. Поросята пробегают 1 круг, затем 10 минут отдыхают перед следующим, рассказывает заместитель директора фермы Сюй Ли Тао. По ее словам, тренеры хотели одеть своих питомцев в спортивную форму, чтобы было красиво, но свинки отказались и теперь выглядят не так эффектно, как могли бы. Туристка, не назвавшая своего имени, а только сферу деятельности, госслужба, считает, что и так хорошо. Она думала, что свиньи глупы, но, к ее удивлению, оказалось, что это очень умные животные. Пока поросята бегают без учета результатов. Но как только будет построен новый трек, все изменится, обещает Сюй Ли Тао. Бегуны начнут выступать под номерами, а зрителям предложат тотализатор. Выигрышные очки можно будет обменять на продукцию фермы. Нынешнее поколение бегунов скоро сойдет с дистанции, но смена уже на подходе. На этом выпуск новостей подошел к концу. Мы продолжим следить за развитием событий и держать вас в курсе новостей. Я напомню, что еще больше актуальной информации вы найдете на наших официальных сайтах yak24.ru, nvk-online.ru, а также на нашем YouTube-канале. Спасибо за внимание и всего вам доброго.